В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вакцина от гриппа и ОРВИ поступила в Якутию. Кто получит первые прививки? Температура воздуха начинает опускаться ниже нуля. Первые легкие морозы ожидаются в республике. И необычное увлечение для лабрадора. Собака по кличке Дина играет на бильярде вместе с хозяином. – 46 случаев коронавируса зарегистрировали в Якутии за прошедшие сутки. По информации регионального оперштаба, 21 человек заболел в Якутске, по 3 случая в Верхневилюйском и Мирнинском районах, по 2 в Мигино-Кангаласском, Сунтарском, Алданском, Улусах. По 1 случаю зарегистрировано в Абыйском, Булунском, Вилюйском, Горном, Лемском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Эмиконском, Алекминском, Оленёкском, Татинском и Хангаласском районах. Все их ближайшие контакты выявлены и изолированы. Свыше 10 тысяч вакцин от гриппа и ОРВИ поступило в Якутию. По данным пресс-службы главы и правительства региона, они предназначены для медработников и детей из социальных учреждений. Остальная партия для вакцинации населения поступит в ближайшее время. Иммунизацию жителей против сезонных вирусов гриппа планируется завершить в октябре. Всего будет охвачено порядка 600 тысяч человек. Поликлиники будут принимать по предварительной записи в целях соблюдения ограничительных мер. Кроме того, вакцину в конце месяца можно будет получить и на дому. 4 лесных пожара ликвидировали в Якутии за минувшие сутки, однако возникло 16 новых возгораний. А всего на сегодня действует 57 лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Якутии. По информации ведомства, чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности сохраняется в Намском районе. Высокий 4-й класс отмечен в Горном, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Оленёкском и Мирнинском районах. Тем временем концентрация оксида углерода в воздухе превысила нормы в Якутске, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Также отмечено превышение взвешенных частиц в атмосфере. Напомним, что задымленность в столице региона вызвана лесными пожарами в Намском и Кобяйском районах. Первые легкие морозы ожидаются в республике. Минусовую температуру ночью прогнозируют местами на территории региона в ближайшие дни. По данным Гидрометцентра России, в Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до -6, -7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы, отмечают в ведомстве. По данным Якутской метеослужбы, в арктических северо-восточных районах Якутии местами небольшой дождь и мокрый снег. На юге кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, в низовье Колымы до 15 метров в секунду. Температура ночью +1, +6. На севере и северо-востоке местами -2, -7 градусов. Днем +14, +19. Ряд развлекательных ночных заведений столицы наглым образом игнорируют указ главы региона о запрете работы после полуночи. Минувшей ночью административная комиссия столицы и общественники провели рейд по ночным клубам. Какие заведения нарушают указ главы региона, знает Дмитрий Тымыров. На часах полночь административная комиссия выходит на рейд. Первая точка этой ночью – караоке-ресторан «Место» в районе речного порта. Это заведение работало на прошлой неделе, но этой ночью нет. Зато комиссия увидела, что открыто соседнее – караоке-ресторан «Фасоль». Все должны за час сюда пить и выйти отсюда. Понимаете? Что в один, что в 12 часов ночи здесь абсолютно никого не было. Тем более у вас музыка играла, и мы просто увидели, что люди отсюда выходят. Тем более люди жалуются, понимаете? Люди жалуются. Это очень важно. По словам участника вечеринки, ресторан был арендован. После небольшой профилактической беседы все покинули помещение и освободили место. В отношении собственника ресторана был составлен акт о нарушении указа главы региона. Следующая точка комиссии – объект, расположенный по адресу Лермонтова, 66. Было проверено 2 зала. В одном из них выявлено нарушение подпункта И пункта 2 указа главы Республики Саха-Якутия номер 1294, а именно как посетители представились, что у них проходит частная вечеринка. Именно отказались комментировать, кто организатор, кто собственник данного места, будем выяснять, потому что администрации никакой не было. Второй зал, который мы посетили, нарушений выявлено не было, поскольку сейчас проводится мероприятие
по уборке мусора. Музыку попросили приглушить, они ее выключили. В целом все требования исполнены были. Далее админкомиссия по жалобам горожан посетила граундж-бар по улице Лермонтова, 62/2Г. На момент прибытия к точке бар был открыт. Во дворе заведения стояли толпы людей. Но когда комиссия решила войти в здание, организаторы вечеринки закрыли помещение изнутри и отказывались пропускать кого-либо. Сейчас мы приехали по адресу Лермонтова, 62/2Г, где проходит закрытая вечеринка, организатором которой по некоторым данным является Алексей Лопаров. Он организовал здесь закрытую вечеринку сегодня. На данный момент мы можем видеть, что и на улице народ толпится, да, и здесь в помещении по-любому, наверное, больше 50 человек, что является нарушением. Только после получаса организаторы вечеринки решили выпустить людей, которые находились внутри помещения. А их оказалось более 50 человек, не считая тех, кто еще стояли на улице. После члены комиссии вошли вовнутрь объекта и встретились с организатором вечеринки. После, увидев, что ведется видеосъемка, молодой человек быстро покинул помещение и больше не возвращался. В данном помещении примерно находилось около 50 человек, это как минимум. На данного владельца заведения будет применены санкции, штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Также будет на физическое лицо, которое все это якобы организовывало. Помимо этого, в баре админкомиссия зафиксировала полную антисанитарию и отсутствие пожарной безопасности. Все нарушения зафиксированы и будут направлены в соответствующие контрольно-надзорные органы. В целом, этой ночью рейдовым мероприятием было охвачено 24 объекта, по итогам которого было составлено 7 актов осмотра правонарушений. Дмитрий Тымыров, Якутск. До 1 сентября осталась одна неделя. Уже в следующий вторник сотни первоклассников впервые переступят порог школы и разместятся за партами. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие школы начнут учебный год в дистанционном режиме. Учиться непосредственно в школе будут в основном первоклассники. Для родителей подготовка к школе – серьезное и затратное мероприятие. Надо закупить все, от ручек до формы. В среднем сборы одного ребенка в школу обойдутся семейному бюджету от 7 до 10 тысяч рублей. И тут многим родителям пригодились президентские выплаты. Пособие по 10 тысяч выплачивается на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сын в 1 класс пойдет, и нам очень-очень помогли путинские выплаты. Эти деньги мы смогли купить костюм, спортивный костюм, сумки и канцтовары. То, что выплаты дал Путин, мы оставляли на 1 сентября. И эти деньги вот сейчас все мы потратили. В преддверии нового учебного года в России проходит акция «Помоги пойти учиться». Ее организовало Министерство внутренних дел, чтобы оказать помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нерюнгринские полицейские также приняли участие в акции, рассказывает Екатерина Павлова. Акция организована органами системы профилактики Нерюнгринской полиции и представителями Нерюнгринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тускул». Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних посетили семьи, которые особо нуждаются в поддержке и внимании. Полицейские вручили ребятам канцелярские товары, рюкзаки и прочие школьные принадлежности и пожелали больших успехов, отличных оценок и новых достижений в стране знаний. Детям школьного возраста мы принесли маленькие подарочки. Это у нас, это девочкам, да, это девочкам, а это Денису, да. Не забыли стражи порядка напомнить и родителям об усилении контроля за детьми, ну и, конечно, об оказании своим детям всяческой помощи и поддержки, которая им так необходима. В профилактическом учете в ОМВД России по Нерюнгринскому району состоит всего 59 семей. Данная акция проводится ежегодно, и, естественно, этот год не стал у нас исключением. В этом году тоже спасибо всем, кто откликнулся, тоже проводится такая акция. И будет оказана материальная помощь в виде канцелярских принадлежностей, рюкзачков.
В этот день все участники мероприятия получили массу положительных эмоций. Сами же правоохранители отметили, что подобные акции просто необходимы. Ведь так важно хоть иногда приносить детям праздник, особенно тем, кто в этом нуждается больше всего. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Лабрадор, играющий на бильярде, живет в пригородном поселке Жатай. Непривычное умение демонстрирует собака по кличке Дина. Как хозяину удалось добиться такого результата, выясняла Юлия Великодная. После второго обучения игре в бильярд Максим Питков, хозяин собаки и по совместительству кинолог, заметил осознанность и азарт у Дины. Она после толкания шара следит за траекторией движения. Лабрадор понимает, что правило игры толкать, а не брать шар в пасть. На первых этапах надо было просто объяснить, чтобы собачка толкала мячик, а не брала его там, как положено, в челюсть и несла хозяину. Это вот достаточно такой тоже момент, такой переломный. Именно научить собачку именно лапой толкать. Потом поднималась высота на определенный уровень бильярдного стола. Собаке всего 1 год и 4 месяца, но несмотря на это, список ее достижений велик. Сейчас Максим отрабатывает с Диной команды на расстоянии, по рации. Дина, ко мне. Ай, молодец! Снабдить уже не рации, а сопровождать, например, каким-то видео, да, комплексом досмотровым, то я думаю, что очень интересный будет момент. Это такие мини-планы. Но самый главный план, можно сказать, да, это еще есть, он только зародился, это воспитать поводыря. Занятия проходят на кинологической площадке «Террадок» в Жатае. Под наставничеством у Максима несколько собак. Например, Джерри, золотистый ретривер, приезжает на занятия за рулем мотоцикла из Якутска. Николай, хозяин собаки, ходит на занятия, чтобы Джерри научилась приносить добычу. Он считает, что каждый уважающий себя охотник должен иметь собаку, так как половина подстреленной утки остается в водоеме, куда попадает после выстрела. Да, вот то, что должен делать ретривер, она все выполняет. Вот для ее породы делает все. Она подает битую дичь и ищет, она ее заинтересована. Чтобы собака была умной, послушной, воспитанной и приносила только радость, без дрессировки не обойтись. Как мы видим на примере Дины, обучить питомца можно не только командам, все зависит от фантазии и свободного времени хозяина. Юлия Великодная, Джулус Иннокентьев, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до свидания.